Здравствуйте, дорогие друзья! Сыктывкар– замечательный и уютный город, столица Республики Коми. Я расскажу вам об истории зарождения города, некоторых его улицах, площадях, храмах и достопримечательностях. История нашего города насчитывает более 2 веков. Впервые он упоминается в Песцовой книге 1586 года. Тогда это был еще не город, а всего лишь погост, небольшое селение с церковью, не имевшее своего названия. Песцы, не мудрствуя, занесли его как погост в устье реки Сысолы. Именно тогда он получил название Усть-Сысола. В середине XVIII века это уже был крупный для севера волостной центр с населением около 1700 человек. В 1780 году именным указом великой царицы Екатерины II погост Усть-Сысола был переименован в Усть-Сысольск. Как и положено для уездного града, был разработан генеральный план застройки, который строго соблюдался и был схожим с планом Санкт-Петербурга. Согласно ему, город состоял из 12 улиц и 26 городских кварталов. 7 улиц расходились веером от реки Сысолы, а 5 пересекали их под прямым углом. Город обрел свой герб. На нем изображен спящий медведь в берлоге. Так на карте Российской империи появился новый город, получивший титул столицы Зырянского края. По описаниям русских путешественников конца XIX – начала XX века, Усть-Сысольск был одним из красивейших городов на севере с населением до 7 тысяч человек. 26 марта 1930 года город официально был переименован в Сыктывкар. А путешествие наше мы начнем с улицы, которая шла над рекой Сысолой и в дореволюционный период носила название Набережной. История этой улицы тесно связана с историей парка. До XIX века Усть-Сысольск был расположен вдоль береговой зоны на 2 основных параллельных улицах – Набережной и Спасской, и начале Трехсвятительской. Эти улицы были лучше обустроены, стояли добротные каменные дома, выделявшиеся из числа других. Тут жили знатные горожане, чиновники и купцы. В начале улицы, на месте нынешнего паркового стадиона, стояли Покровская и Троицкая церкви, вместе с колокольнями, составлявшие ансамбль Троицкого собора. Справа, напротив Национальной галереи Республики Коми, была рыночная площадь, где проходила ежегодная Георгиевская ярмарка. На протяжении XIX века Усть-Сысольск являлся главным торговым центром уезда и играл заметную роль в торговле Вологодской губернии и Северного края. На Георгиевской зимней ярмарке оживленный торг вели и приезжие купцы. Коми-зыряне также продавали свои товары в России. Меха коми были желанным товаром на крупнейших ярмарках страны – Макарьевской, Нижегородской, на пушном аукционе в Ирбите. Мороженая птица, особенно рябчики, закупалась в больших количествах и отправлялась в Петербург для столичных гурманов. На рубеже XIX-XX веков новый толчок к развитию торговых связей дало пароходство. Усть-Сысольские купцы Камбалов, Казаков, Комлин держали на вычегде свои пароходы. Свыше 10 судов регулярно совершали торгово-пассажирские рейсы Котлас, Архангельск, Мурманск. Прибытие пароходов ждали, это было праздником для всех встречающих. Для этого была построена двухэтажная пристань с гостиницей для пассажиров, которая просуществовала до начала 1970-х годов. Между Троицким собором и Рыночной площадью располагался небольшой общественный сад, который был заложен в 1890 году. В те годы это был огороженный невысоким заборчиком небольшой луг, обсаженный по краям деревьями. Опекала его пожарная служба Усть-Сысольска. Рядом с садом паслись лошади пожарных,
а по дорожкам гуляли козы и коровы. 3 июня 1898 года Усть-Сысольск посетил великий князь Сергей Александрович Романов, пятый сын Александра II. Городские власти заранее взялись за подготовку сего мероприятия. 15 мая городской голова провел совещание с гласными городской думы и чиновниками, на котором был составлен план мероприятий. Власти решили не ударить лицом в грязь, выделили средства на организацию встречи высокого гостя, привели город в надлежащий вид, коров с улиц выгнали, починили пристань и тротуары. Прибыл великий князь сюда на пароходе «Царевна». На берегу депутаты от земской управы поднесли высокому гостю хлеб-соль. Затем прошла экскурсия по городу. Во дворе управы была поставлена выставка, рассказывающая о традиционных занятиях и быте коми. Для наглядности выстроили охотничью и рыболовную избушку, где посадили вяжущего сеть рыбака и чистящего ружье охотника. Князю выставка понравилась, и он даже кое-что купил. Сергей Александрович нашел все в должном порядке, правда, посоветовал построить новую казарму, сел на пароход и отбыл в Вологду. На следующий день пришла телеграмма, где его высочество просил передать зырянам благодарность за сердечный прием. Это был единственный визит представителя дома Романовых в Коми-край. Как парковая зона, улица Набережная начала функционировать с 30-х годов прошлого века. В 1932 году комсомольцы-энтузиасты, мечтая в духе Маяковского построить город-сад, посадили более 1500 деревьев и 200 кустарников рядом с уже имеющимся садом. В июне 1934 года парк был официально открыт, а через несколько месяцев в честь погибшего государственного деятеля Сергея Кирова Сыктывкарский горсовет постановил переименовать Набережную улицу в улицу имени Кирова, а парку культуры и отдыха по Набережной улице присвоить его имя. Можно сказать, что именно с этого времени и началась настоящая жизнь парка. Вокруг соорудили ограду и сделали монументальные ворота. В парке установили памятник Ленину и скульптуры: девушка с веслом, шахтер с отбойным молотком. Построили открытую эстраду, летний театр, спортивную площадку и кинотеатр. Он сгорел через 5 лет. В фойе кинотеатра каждый вечер перед сеансами играл струнный оркестр. На Сысоле в середине 40-х годов работали водные и лодочные станции, где можно было взять лодку на прокат. Прямо на берегу был устроен бассейн открытого типа с вышкой для прыжков в воду. В годы войны в парке работал даже зоопарк, эвакуированный из одного из городов Союза. На улице Набережной, в доме купца второй гильдии Суворова, с 1920 по 1923 годы располагалась общественная библиотека. Но это было в прошлом, а парк и сегодня живет, облагораживается, строится набережная. В настоящее время на улице расположены административные и культурные здания, примыкающие к излюбленному месту всех горожан – парку. В парке в 2015 году Национальная библиотека Республики Коми организовала 2 зоны доступа малой библиотеки, где горожане могут свободно брать книги для прочтения. На улице Кирова, 44, располагается интересный памятник архитектуры – Национальная галерея Республики Коми. Это здание было самым большим в дореволюционном Усть-Сысольске. Проект и смета были составлены вологодским архитектором Федоровым. Строительство здания осуществлено за 3 года. Усть-Сысольское духовное училище готовило кадры священников для епархии. Находилось в этом здании более 25 лет, до упразднения весной 1918 года. После революции здание занимали различные учреждения. В 1919 году здесь размещался штаб войск Пинго-Печорского края 6-й армии,
который координировал действия всех красноармейских отрядов на территории Коми. В 1920 году размещался Институт народного образования Коми, а в 1932-1938 годах первое высшее учебное заведение в Коми – Коми государственный педагогический институт. Улица Советская. До 1918 года она называлась Спасской и была главной улицей Сысольска. По генеральному плану 1784 года на ней отводились места для присутственных мест и каменных строений с лавками. В темное время суток улица освещалась газовыми фонарями. Улицы города в то время не были мощеными и ничем не отличались от сельских грунтовых дорог. Но вдоль улиц были построены деревянные тротуары и мостки, чтобы можно было ходить, не пачкая обуви. Пожарное депо с каланчой является визитной карточкой и неофициальным символом Сыктывкара. В сентябре 1899 года на заседании городской думы было предложено вместо старого ветхого здания пожарного обоза возвести новое, каменное, с помещениями для служителей, конюшен и смотровой каланчой с пожарным колоколом. Уже через год началось строительство по проекту вологодского архитектора Павлова. Но возведение нового здания проходило только летом, и поэтому затянулось. Лишь к осени 1907 года здание было окончательно достроено, и 19 октября состоялся молебен по случаю размещения в нем пожарного обоза. Завершал каменную каланчу деревянный ярус смотровой вышки, а его восьмигранная крыша была довольно пологой. На Спасскую улицу выходил фасад, прорезанный 5 широкими арочными воротами для выезда конного пожарного обоза, что видно на фотографии. С 1975 года по проекту архитекторов Ракина и Курова эти ворота стали большими арочными окнами на главном фасаде. Вместо пологой крыши на башне был устроен высокий шатер, венчающийся флюгером в виде металлического петуха, сидящего на гербе города Усть-Сысольска. На фасаде также были установлены куранты. Они играли мелодию песни, сочиненную композитором Яковом Перепелицей о Сыктывкаре. Эту мелодию курантов на пожарной башне мы можем слышать и сегодня. Национальная библиотека Республики Коми. Строительство здания библиотеки республиканского значения планировалось начать с 1952 года, рядом с пожарным депо, на месте двухэтажного жилого дома, принадлежавшего ранее Цемберу, учителю, ученому, основателю Республиканского краеведческого музея. Предварительно было рассмотрено несколько типовых проектов. Выбор пал на проект, разработанный архитекторами Лысяковым и Лопатто. Библиотеки по их чертежам были возведены еще в 6 городах СССР. Привязку к местности сделала первая в Коми женщина-архитектор Феофания Тентюкова. Был изменен парадный фасад здания, добавлена величественная колоннада. Торжественное открытие библиотеки состоялось 21 апреля 1958 года. Тогда же библиотеке было присвоено имя Ленина. Национальная детская библиотека имени Самуила Яковлевича Маршака. Раньше дом принадлежал купцу Камбалову Павлу Матвеевичу. С ранней молодости он занимался накоплением капитала, нанимался приказчиком в магазин сысольского купца Сычева, ездил за товаром в Вятку, стоял за прилавком, выделывал кожи, набивал узоры на холсте. В 1912 году, скопив приличное состояние, на центральной улице города построил двухэтажный каменный дом с магазинами на нижнем этаже, где организовал торговлю колониальными товарами. Чай, кофе, специи, сахар. На втором этаже в одной его половине поселился с семьей, другую половину сдавал. Впоследствии купец основал торговый дом «Камбалов и компания». Камбалов создал Лучегодское пароходное общество. Постепенно он стал одним из самых богатых и влиятельных людей Сысольска. В один момент все поменялось.
После революции большевики отобрали каменный дом у Павла Матвеевича, а ему предложили переселиться. В советское время дом занимали различные учреждения. С 1932 по 1949 годы Республиканская библиотека, ныне Национальная библиотека Республики Коми. Нижний этаж в то время занимали торговые заведения. А с 1965 года Сыктывкарская городская детская библиотека. Самое старое здание на улице Советской – каменный двухэтажный дом купца второй гильдии Василия Петровича Оплеснина. Место для постройки выбрано не случайно, в очень престижном районе, недалеко от главной Трехсвятительской и на самой Спасской. В 1892 году здание значилось на плановом месте под номером 5. В его строительство было вложено очень много денег. Дом украшен декоративными элементами из древнерусской архитектуры и барокко. Хозяин дома, Василий Петрович Оплеснин, человек весьма уважаемый в городе. Своего положения добился сам. Выходец из крестьян. Со временем стал купцом второй гильдии, был председателем попечительского совета при Уссысольской женской прогимназии, почетным мировым судьей, председателем Уссысольской земской управы. Делал большие пожертвования на строительство Стефановского собора. Василий Петрович в городе имел несколько домов. В некоторых жили сами, а некоторые сдавали проезжим купцам. Содержал несколько лавок и магазин. Магазин Оплеснина в конце XIX века считался в Уссысольске самым крупным. Торговал мануфактурными товарами, табаком, железными и медными изделиями. Василий Петрович не смог пережить Октябрьский переворот и повесился прямо в этом доме. В 1917 году дом был национализирован. Для советских служащих и рабочих в этом доме ежедневно с 8 до 20 часов была открыта столовая чайная. С 30-х годов здесь располагалась Республиканская аптека управления. 25 августа 2014 года на улице Советской в Сыктывкаре торжественно открыли арт-объект в рамках проекта «Городские легенды» «Купеческий сундук». Арт-объект связан с легендой о купцах и улице, на которой стоит. Именно на улице Спасской, ныне Советской, располагались особняки большинства усть-сысольских купцов. Эта территория была главной торговой площадью. Идея арт-объекта вместе с небольшим сквериком принадлежит историку Игорю Андриянову. Рядом с сундуком расположена стена, на которой дана краткая историческая справка об усть-сысольском купечестве. Информация для стенда подготовлена историком-краеведом Михаилом Борисовичем Рогачевым. Каждый человек может кинуть в сундук монетку, которая в дальнейшем пойдет на благоустройство Сыктывкара. Тот, кто опускает сюда монетку, может загадать желание. Примета гласит, что у тех, кто потрет крышку сундука или опустит в нее монетку или купюру, будет успех в финансовых делах. Сундук был открыт 12 июня 2016 года. Волонтеры насчитали 17 474 рубля. Отдельно отсортировали 65 евроцентов и по несколько штук крон, гривен и шиллингов. Мэрия Сыктывкара провела опрос среди горожан. И по результатам опроса деньги были направлены в детский благотворительный фонд «Сила добра». Улица Коммунистическая, бывшая Трехсвятительская. На ней располагалось здание, где сейчас размещается отдел истории Национального музея. Сегодня это здание имеет адрес Ленина, 57. Это здание изначально строилось под земскую управу, которая в Уссысольске находилась в двухэтажном деревянном доме. Дом стал ветхим, и уездное земское собрание приняло решение о строительстве нового дома. Строили не спеша. Через год работы на объекте были приостановлены. Техники выявили осадку фундамента, а в стенах обнаружили трещины. Как выяснилось, виноват был подрядчик. Он некачественно производил кирпичную кладку. В 1914 году началась Первая мировая война. Строительство законсервировали. Возобновилось строительство уже при советской власти.
Вместо земской управы новоселье на верхнем этаже справил коми обком партии, а на нижнем – областной исполнительный комитет. На боковом фасаде музея, выходящего на площадь, установлена памятная доска с барельефом Стефана Пермского. Одно из красивейших зданий дореволюционного Сысольска с элементами стиля модерн в оформлении его парадного фасада без малого 105 лет украшает город. Построено в 1912 году. Это торговый дом у сысольского купца второй гильдии Дмитрия Кирьяновича Кузьбожева. Первый этаж здания был приспособлен под магазин, второй этаж занимали жилые помещения. Сегодня на главной площади города Стефановской расположены здания Госсовета и администрации главы Республики Коми. До революции площадь, как и сейчас, называлась Стефановской, по наименованию собора Стефана Пермского, стоявшего в ее центре. В 1918 году, к первой годовщине Октябрьской революции, площадь была переименована в Красную. В честь 40-летия Коми СССР в 1961 году она получила название «Юбилейная», а в 1991 году площади возвращено старое название Стефановская. Именно здесь, в центре, стоял внушительный храм, который был виден с любого конца города. Это был пятиглавый двухэтажный храм, 47 метров в длину, 26 в ширину, 45 в высоту. Автором плана в источниках называется местный строитель Черепанов. Храм был построен на средства прихожан, строился долго, с перерывами, практически 40 лет. Действующим он стал лишь с 1883 года. Стефановский собор был закрыт в 1929 году. На первом этаже какое-то время была столовая, на втором – клуб для рабочих. В 1932 году храм был взорван и разобран на кирпич. Из него была построена электростанция в местечке Лесозавод. В 2006 году открыт для прихожан Свято-Стефановский храм, но уже совсем в другом месте. На месте Госсовета в 1936 году стояла статуя Ленина и трибуна. В 1967 году памятник был заменен на гранитный ансамбль, который видим сегодня. Авторы – скульпторы Кербель и Буякин. Арт-объект – памятник промысловому календарю Коми. Установлен в декабре 2013 года. Изготовлен на заводе в Нижнем Тагиле. Данный бронзовый календарь найден в 1975 году в Карткировском районе, около села Сторожевск. Отнесен к ванвиздинской археологической культуре конца первого – начала второго тысячелетия нашей эры. Древний промысловый календарь – это солнечный календарь. Круг с изображенными на нем 9 животных, соответствующих 9 месяцам древних Коми. Он напоминал охотникам, на кого нельзя охотиться в конкретный момент времени. Улица Куратова. Бывшая улица Предтеченская, с 18 года Трудовая. Переименована в 1939 году в связи со столетием первого коми-поэта Ивана Куратова. В советские годы улица была сплошь застроена деревянными жилыми домами и была похожа скорее на деревенскую, чем на городскую. Ни один из этих деревянных домов до сегодняшнего дня не сохранился. На улице Куратова стоит двухэтажный кирпичный жилой дом, построенный в 1896 году купцом Кузьбожевым. Относится к числу наиболее старых кирпичных домов в Сыктывкаре. Здание, в котором долгое время размещался овощной магазин «Дары природы». Мало кто из жителей города знает, что в основе фундамента здания дореволюционный каменный купеческий дом Комлина с магазином в нижнем этаже. В 1966 году бывший дом Комлина был надстроен еще одним этажом. Иван Платонович Комлин был одним из крупнейших предпринимателей конца XIX века, миллионером, купцом второй гильдии и городским головой. Практически все купцы занимались не только торговой, но и общественной деятельностью. Почти все городские головы Сысольска были из купечества.
Комлин тоже был городским головой. Одно из его произведений – это и знаменитая пожарная каланча. Он настоял на ее строительстве и искал для этого деньги. Достопримечательностью улицы Куратова с 2011 года считается новый переулок Грибной. Правда, пройти по нему затруднительно. Его ширина примерно 10 сантиметров. Выбор места не случайен. Когда за грибами еще можно было плавать на теплоходах, многие сыктывкарцы проходили на пристань, а потом возвращались с урожаем мимо этого места. Улица Бабушкина, ранее Сухановская, Рабочая. Она была названа в честь династии купцов Сухановых, построивших в городе первые каменные церкви и дома. Сухановы – это фактически первая купеческая семья Усть-Сысольска. Они приезжие, начали зарабатывать на торговле мехами и хлебом. К концу XVIII века это была довольно крупная купеческая семья, но приписаны они были к другим городам, так как Усть-Сысольск был погостом. Проживали и вели торговлю они здесь, поэтому, когда речь шла о том, какой из населенных пунктов сделать уездным городом, Сухановы пролоббировали выбор Усть-Сысольска. Именно Сухановы проводили посвящение Усть-Сысольска в город. Приехал из Вологды чиновник по фамилии Жеребцов. В Троицком соборе на берегу реки он зачитал указ, после чего в усадьбе Сухановых, которая была похожа на крепость, она не сохранилась, был банкет. Купцы даже выкатили небольшие пушки. Так в Усть-Сысольске прозвучал первый в его истории салют. По генеральному плану 1874 года все первые улицы носили названия либо по церковному принципу в честь праздников, либо по географическому. И только одна улица была названа по-другому с самого начала – Сухановская. До 1938 года улица носила название Рабочей, а в 1938 году она была переименована в честь погибшего полярного летчика, героя Советского Союза Михаила Сергеевича Бабушкина. Почему же улица в Сыктывкаре носит имя легендарного летчика? А дело в том, что Бабушкин был депутатом Верховного Совета СССР первого созыва по Сыктывкарскому избирательному округу. Здание медицинского института Сыктывкарского государственного университета. По праву считается одним из красивейших сооружений Усть-Сысольска-Сыктывкара. Начало его постройки относится к 1907 году. В связи с нуждами возросшего населения здание постепенно достраивалось. Осенью 1916 года здесь уже разместилась земская больница. С начала января 1922 года в здании открывается областная больница на 40 коек с 4 отделениями – хирургическим, терапевтическим, неврологическим и гинекологическим. В 1951 году по проекту архитектора Феофании Тинтюковой здание было надстроено вторым этажом. С 1938 по 1997 годы в здании размещался городской родильный дом. Многие жители города родились именно в этом здании. Материалы этой презентации подготовлены сотрудниками Национальной библиотеки Республики Коми. Всего доброго! До новых встреч!